Въезжаем в Амурскую область. Вот здесь хоть стелы появились нормальные. Вот единственное нормальное место за всю дорогу, вот сколько я проехал. Единственное нормальное место, что вот где-то между областями, между кругами, между краями есть вот такое место, где можно остановиться, фотографии на память сделать. Везде пролетаешь, прям вот только увидел, и не встать негде, ничего. Просто пролетел, какие-то маленькие указатели чуточные. Здесь, конечно, все четко сделано. Здесь, вон, смотрите, что. Сейчас ходим, посмотрим, что-то они тут мудрят. Короче, нынче тут 20 лет автодору. Я так понимаю, они тут какие-то шатры-то, я уже не первый вижу. Ставят, отмечать, наверное, хотят. Сейчас посмотрим, как у нас Амурская область выглядит. Город Ерофей Палыч. Вот видите, Амурская область. Ничего не поменялось. Все те же самые волны. Вот они. Раз волна, два волна, три волна, 4 волна. Машина запрыгала. Зато Росавтодор 20 лет нынче справляет. Вон с директором Росавтодора. Они там места-то как раз им выбрали, где асфальт-то хороший. Показать, что вся дорога, скажут, нормальная здесь. Посадить нахуй, прокатить бы нахуй по этой дороге, блядь. Вот, видите, едем. Вот каждый мост. Тут хоть знаки, на некоторых, тут некоторые места ты приезжаешь, даже знаков не стоит. Вот смотрите. Каждый мост нужно останавливаться. Вот вам Амурская область. Ничего не изменилось. Все то же самое. Все же те же люди данные делали эту дорогу. Вот. Раз трамплин. Два трамплина на выходе. Надо тормозить. Скидываешь до 60, все, только вроде разогнаться, а обратно то же самое. Вот сейчас в горку поднимемся, посмотрим, вот, даже выключать вот не буду, чтобы вы увидели. Сейчас в горку поднимемся и опять будут волны. Тут вся дорога в волнах, просто вся. Ухаб на ухабе, я их называю антиполицейские. Везде полицейские ложат кверху, а тут вниз. Это антиполицейские. Вот, смотрите. Вот сразу следующий мост. Вот только разогнались. Вот, посчитали, сколько времени прошло. От этого моста до следующего. Вот, смотрите, здесь издалека днем-то видать-то, где есть кочки, неровности. Это все черные места. Вот, видите? Это вот резиной чертит. Видите, опять трамплин. Опа, опа, опа. О, какой трамплин-то. Аж все повылетало тут у меня со всех полок. Я всю дорогу уже тут... Уже все с панелей-то поснимал, чтобы не слетело ничего. Уже все слетело, все, что можно было. Вот вам следующий мост. Вот отъехали километр. Километр отъехали. Река большая, омутная. Вот опять. Опа. Каждый мост. Каждый мост. Речка какая прикольная. Коричневая. Горная. Смотрите, какая красота. Ну просто, я не знаю, блин, люди деньги такие платят, чтобы сюда приехать посмотреть. Вот на это дело. А тут один раз приехал, просто желания больше сюда ехать нет никакого. Ну вот с дорогами тут просто беда. Я говорю, тут приедешь, я не знаю, я сейчас приеду, мне машину, тут я прицеп буду чинить, и машину чинить еще буду. Я сейчас тут разобью всю подвеску ведь на ней. Че у меня этот китайский Мерседес, у меня уже вся морда стучит на нем. Они там какие-то запчасти, какие-то левые поставили, походу, какую-то сыромятину. Не каленый, ничего. Все стучит, вся морда уже. Накатано-то всего 19 тысяч километров на машине-то. А уже вся морда у меня стучит. Так это я первый рейс, это вот его отсюда, с Благовещенска пригнали, своим ходом он пришел. И вот сейчас он обратно сюда едет, в Якутскую эту же сторону идет, немножко левее. Все, вот вам, пожалуйста, сейчас я назад вернусь, будет 25 тысяч, где-то 26, наверное. Поболее, около 30 будет. И все, надо на ремонт вставать. Направляющие менять на суппортах придется. Шкварня там что-то тоже болтаться начали. Представляете, Мерседес. Шкварнями уже проблема. Это вообще, короче, ужас. Вот такие машины. Вот видите, пока разговариваю, вот опять. Ремонт дороги, ямы, скорость 50. Вот они, видите, вот эти черточки, вот они. Их издалека видно. Как вот это, значит, все. Останавливаюсь, тормози, ямы. Ямы, кочки. И на ямы такие нормальные.
Опа. Какой трамплин на трамплине. Заехал на заправку заправиться. Заправка называется ННК. На стеле, видите? 71,64 дистопливо, да, стоит написано. Угу. А по 77 вот здесь продают. Блин, все сейчас заправляются с этими карточками, приложениями. Интернета нету, там очереди, блин, такие. Вот только рассосались вроде более-менее. Вот все стояли в очереди, вот все машины, вот я все за ними стоял. Я уже 1,5 часа здесь нахожусь, жду. Интернета нету ни хрена, никто не может заправиться. У них эти, блин, гребаные аппараты нифига не работают. Короче, просто засада какая-то тут с этим. Началась с заправками-то, вот этими интернетами-то. Они ввели этот интернет-то. Здесь тут глухомань. Какой нахрен интернет? Видите, местные пешеходы ходят. Тут и хрен знает откуда. Вот я его уже не первый раз уже вижу. Он хрен знает откуда идет. Идет, никого не останавливает. У него цель, походу, может до Владивостока дойти. Вот линия электропередач проезжаем. Посмотрите, столбы-то какие все ржавые стоят. Вообще ржавые. Их вообще никто никогда не красил. Вообще не обслуживают. Вот железо сгниет скоро, и они упадут. Фига себе. Я говорю, все разруха везде. Никто ничего. Как дорога, так и все вокруг этой дороги происходит. Все везде какой-то, блин, я не... упадок вообще. Короче, вообще, я не знаю, ниже плинтуса все везде. Ай, как задолбали вот эти знаки, это вообще беда. Я уже от этой стелы Амурской области где-то километров 180 наверное, отъехал. Около 200. И вот всю дорогу. Каждый, наверное, 5 километров этот знак стоит. И участки такие прямо небольшие. Раньше хоть там эти... Раз там написано было там по 27, ну хотя бы, блин, там по 7 километров. Здесь знаки такие по 500, по 700, по 900 метров стоят всего-то. Вот тут попрыгали до моста. Вот до моста положите нормальный асфальт. Реки местные. Все в камушках всегда. Блин, с камнями-то у них вообще тут проблем никаких нету. Поехал он где угодно. Я у себя дома-то у меня нету никаких камней. Чтоб камни-то мне надо где-то взять, так мне надо купить их. У нас машинами продаются камни-то. И то вот нормально денег стоит камни-то. Вот такие. А у них вот спокойно лежат. Бери сколько хочешь, никто ничего не скажет. Никому. Тут вон каждой горе только ковыряй. Блин, вот насчет этого вещи вот у них тут. Я бы дома себе камушками такими прикольно завалил бы. Ну вот смотрите, опять едем. Раз. Вот только проехали вот этот 500 метров, то что было-то. Опять такой же знак, опять 500 метров. А что там нельзя было написать тогда? Хоть километр, что ли? Нет, у них, видите как. Каждый знак стоит денег поставить. Нормально, да? Каждый знак стоит приехать вот этой бригаде, бабло поставить. Этот знак стоит, наверное, втридорого. Они там за бюджет покупают у кого-то там, наверное. Стопудово, наверное, из Москвы за 8 тысяч сюда километров привозят эти знаки. Как и везде. В Москву везут нефть, там перерабатывают в бензин, везут сюда. Ну, все то же самое здесь на дороге 100%. Все эти знаки становятся, там на знаке написано, чьи это. Сзади на стопудово тут написано, что это московские все знаки. Это же, видите, это же Росавтодор. Вот на Тынду поворот, все. На Хабаровск прямо, нам на Тынду направо. Вот прямая дорога на Якутск. Соблюдайте, ничего не горит, все перегорело, непонятно как. Недавно вроде все эти вывески поставили, у них уже тут перегорело половину. Полтабло не работает. Все, прямая дорога на Тынду, до Тынды 120 километров где-то там с небольшим. И потом на Нерюнги и Якутск. Еще 1000 с небольшим, и мы на месте. Опять сразу же. 51 километр. Что тут такое? Ага, опять волны. Что ж за регионы такие, а? Что всем похрену на дорогу-то в регионах-то, вообще не понимаю. Эти тут, блин, 20 лет справляют Росавтодору, бухают. Отмечают 20 лет разрухи. А нам тут скачи ездят. Они пируют. Вечерняя Амурская область.
Смотрите, какая красота. Сколько там гор. Прям гора на горе. Вот первые указатели на Якутск. До Якутска 1136 километров. Трасса А360. Лена, Якутск, Невер. Вот так, Большой Невер. Самурской области. Мы сейчас будем ехать в республику Саху, войдем. Алдан, перевал Алдан. Будем переходить. И до Якутска 1157. Вот красоту-то Росавтодор-то здесь может делать. На дороге бы так красиво было. А вот лучше бы вот эти стеллы-то маленькие были у них. Вот проехал я, вот отснял. Вот буквально даже 500 метров от нее не отъехал. Смотрите-ка. Дорога-то. Ужас. Просто ужас. Начались какие-то волны, короче. Они не начались, они продолжаются. Я говорю, всю дорогу ехать невозможно. Просто всю дорогу. Вся дорога в каких-то волнах у них туда. Вот смотрите, как вечером-то ехать. Вот как потемнеет стало. Уже далеко не видно дорогу, какая она. Этих черкашей-то черных. Вдалеке-то уже не видно все. И сразу вот, пожалуйста, неровная дорога, река, через реку Путак. Вот, смотрите-ка, ни хрена себе сюда влетишь. Вот это да. Опять. Опа. Блять, а. Трамплин гребаный. Гребаный трамплин. Гребаный, блять, автодор. Сука. Все уже слетело, все, что можно было. Так еду тут 50 километров, сука. Как показано на знаках. У меня при 50 все уже выскочило. Блин, такие повороты. Посмотрите, темень-то. Блин, ни одной гребаной лампочки. Сейчас все везде используется. Ведь на солнечных батарейках лампочки, разметка вот горит везде. Вон едешь в Тамбовской области, в Рязанской области едешь. Я говорю, здесь до сюда вообще эти технологии-то, они вообще не доходят. Вот здесь пользуйтесь, ставьте, смотрите, у вас что тут, а? Перевалы тут, подъемы, спуски. Ночью-то вообще никто. Я говорю, они здесь черпают, но ничего не вкладывают. Я говорю, они здесь ничего, вообще никакого развития нет. Я вообще ничего из нового здесь не видел, ни разу. Вижу только упадок какой-то, разруху, прошлый какой-то.